Сегодня мы все собрались в этом зале для того, чтобы провести вечер памяти этого замечательного человека. Именно человека. Да, он был прекрасным историком, великолепным рассказчиком, чудесным телеведущим, великолепным сценаристом. Но прежде всего это был просто замечательный человек. Мы пригласили сюда всех людей для того, чтобы вместе с ними разделить боль этой нашей общей утраты. Потому что то, что сделал Олег Сагайворонский для сохранения нашей крымско-татарской истории, такого больше не смог сделать, на мой взгляд, ни один другой историк. Мероприятие проходит в Бахчисарае очень важно, потому что Алекса родился в этом городе, он был знаком с памятниками истории, и поэтому это оставило его в памяти неизгладимое впечатление. И это очень важно, что это событие, это памятная дата, это вспоминание об Алексе произошло именно здесь, в Бахчисарае. Это феномен в истории. Феноменальный человек, который отличался от всех исследователей глубиной своих исследований, своей трактовкой исторических событий, который обладал незаурядным умом, интеллектом, который заслуживает такого вечера, который прошел сегодня. Мы всегда будем помнить его. Он здесь вырос с детства. Он любит Бахчисарай и Ханский дворец как родной дом. Мы здесь не родились, а приехав сюда, взялись за строительство. Детей растили, детей учили. Мы еще свой Крым не знаем. И иншаллах, мы с его книг, с его передач, с его такой доброй улыбкой, умными, красивыми глазами молодого человека мы узнаем Крым. Специально к вечеру памяти Олега Сагайворонского мы сняли о нем документальный фильм. Для того, чтобы показать, какой масштабной, какой многогранной личностью он был. Просто кладезью знаний он обладал, которыми он очень охотно делился со всеми нами, каким он был талантливым, харизматичным человеком. Мы хотели показать, каким патриотом огромным Крыма он был и всей своей страны, какими моральными качествами он придерживался, живя вообще в этом мире. Это человек, который очень много сделал для того, чтобы правда восторжествовала о крымских татарах, о Крыме. И для этого он просто поэтому посвятил свою жизнь и, собственно, и отдал эту жизнь вот для того, чтобы мы знали себя. Фильм очень содержательный, он очень информативно насыщенный. Буквально раскрыты все грани таланта Олега Сагайворонского. Я для себя очень много открыл. Я о нем много читал, смотрел, мы встречались, были презентации. Но вот то, что талант его настолько многогранен, я узнал из этого фильма. Есть бескорыстные люди, их называли бессеребренниками, которые ради идеи, ради доброго дела, они совершали свою работу. Они, может, даже не отдавали отчета тому, что они делают, но их труд останется навсегда. Замечательный фильм, на мой взгляд, он настолько трогательный. Более того, я хочу сказать, что этот фильм, постарались, во всяком случае, максимально раскрыть его как личность. Я знала, что он очень неординарный, что гениальный человек, глазами которого мы познавали нашу историю нашего государства, историю нашего народа. Да? Этот фильм, он раскрыл еще больше его как личность многогранную. И это глыба, это масштаб этого человека. Я думаю, мы будем еще осознавать еще долго-долго. Я узнал, что он знал так много языков. Оказывается, я не знал об этом.
Я узнал, что он, оказывается, и по-татарски говорил. Вроде я слышал когда, но я не помню. Вот это вот. И третье, что он еще любил слушать эту музыку. Это естественно, это абсолютно естественно. Для интеллигентного, для ученого, который занимается этим краем, это естественно, так и должно быть. Значит, он был очень высокий профессионал. Две песни были, да, в частности, вот это «My Way» Фрэнка Синатры. Но это же классика. Я думаю, что это не одно произведение, которому это нравится. Просто он, видать, об этом говорил. И в том числе вот наша ханская музыка, то, что восстановили наши музыканты, Севера Хакакура, вот, то, что оживил эту музыку, конечно, она нравится. И тем более Гайворонскому, который занимался этой темой. Этого молодого человека, Алексу Гайворонского, я знаю совсем с юного возраста. Этот молодой человек уже тогда на меня произвел неизгладимое впечатление. Он был настолько эмоционален, у него глаза горели, когда он только начинал говорить об искусстве, о истории. Это был как родник, из которого просто выхлестывает прекрасная, холодная, чистая вода. Искренне чистая, справедливая. Nazlı da yarım var benim. Говоря об Алексе, я с уверенностью могу сказать, такой человек рождается раз в тысячелетие. Мы действительно много о нем и не знали, и, наверное, будем еще узнавать и узнавать. Его очень не будет хватать, особенно крымско-татарскому народу, потому что, повторюсь, его труд неоценим. И несмотря на то, что его среди нас уже нет, его творения, его книги, его фильмы будут жить с нами всю оставшуюся жизнь. Это мероприятие показывает, что вот как надо любить Крым, как надо любить свою родину. Вот. Особенно для нашего народа пример тому, что вот не крымский татарин, насколько скрупулезно он это изучал, насколько он к этому относился профессионально и доводил до всех, до нас, начиная молодых и заканчивая стариков, нашу историю. Даже это немножко должно быть многим нашим чуть стыдно, что мы не знаем так, как знал Алексей Гайворонский нашу историю. То, что он оставил после себя наследствие, да, оставил литературу, это нам хватит на долгие времена изучения нашей истории. Часто созванивались с его мамой, к сожалению, пани Гала. Она сказала, я месяц не могу заплакать, Эдем. Смотря на кадры, она сказала, Эдем, сделайте фильм такой, чтобы я заплакала. Я месяц не могла плакать. Я знаю, что вы меня слышите, пани Гала, и я надеюсь, что вы, смотря на фильм, смотря на него, слыша его голос, сегодня заплакали. И вам стало чуть легче. Я увидел взаимную любовь, которая открылась сегодня в полной мере для меня. Я увидел, для меня, я свидетельствую о том, что я увидел большую любовь со стороны крымских татар к тому, что к тем усилиям и стараниям, уникальным, которые проявил Алекса. И это самое главное. То есть заработал как реактор громадный вот этот процесс, который наверняка будет иметь последствия очень благоприятные. Для меня Алекса до сих пор не умер. То есть у меня есть физическое ощущение, что он где-то находится рядом.